пожелать удачи на долгую перспективу, ведь эта сборная составлена из игроков, которые будут рассматриваться как кандидаты на чемпионат мира на следующий и через год на чемпионат мира в Москве и, конечно же, на Олимпиаду в Пьончанге. Итак, встреча у нас начинается. Звено Вадима Шипачева против тройки Кевина Роме. И, соответственно, встреча у нас началась. Ну и пока она продолжается, смотрим сейчас за атакой. Плотников бросает и гол! 1-0 становится в этом матче. Да, великолепная диагональная передача. Плотников принял без помех, бросил идеально практически и шансов никаких не оставил он. Просто молодец. Итак, очень здорово мы начинаем этот чемпионат мира. 13-я секунда и сборная России впереди. Смотрим, как у нас защитник начал эту атаку. И, конечно же, великолепный бросок Сергея Плотникова. Денис Денисов оформляет голевой пас, как и Вадим Шипачев, который поборолся перед входом. Да, как раз и Шипачев подставил шайбу, и она вот так здорово пошла к Плотникову, и бросок был практически идеальный. Сергею Плотникову не хватало в каких-то моментах удачи. Мы помним в Евротуре. Ну, такое серьезное отличие в работе Знарка от Белединова, что он как бы старший товарищ, не на 2-0. Александр Овечкин забивает вторую шайбу, и мы реализовываем численное преимущество. Ну что же, хорошее начало этого поединка. Сборная Швейцарии. Лучше не придумаешь начало. Да, лучше не придумаешь. 13 минут и 26 секунд остается до конца первого периода. А финалисты последнего чемпионата мира проигрывают 0-2. Смотрим за повтором этой комбинации. Белов отправляет шайбу под бросок Овечкину. И очень здорово здесь на пятачке. Кулемин там действовал, похоже. И, возможно, даже он подправил. Яковлев. Возможно, он даже подправил чуть-чуть шайбу после броска Овечкина. Посмотрим. Действует уверенно в отборе. И в полных составах играет команда. Вот только что вышедший Вадим Шипачев со скамейки штрафников. Здорово включился. И гол! Максим Чудинов! Бросил. И вот показывает Кузнецова. Женя очень-очень обрадовался. И посмотрим, успел ли он подправить эту шайбу с лёгким. Да, невероятное начало сборной России на этом чемпионате мира. 3-0 первый период. У такой мощной команды, как Швейцария, которым очень трудно забрасывать. А он было подправление. Да, и ну Шипачев. И Шипачев. Ну вот посмотрим, почему там Кузнецов так красный. Ну потому что это сборная Давай России. смотри. Кузнецов подправил. Для него очень важная шайба. Да. С этой камеры скорее Шипачев. Скорее было видно, что да. Кузнецов. Воевали мы эту шайбу. Кулемин. Но этот парень обязательно полезет на пятачок, если будет такая возможность. Вот. И гол! Антон Белов забивает эту шайбу 4-0. Но, по-моему, грубая ошибка Джинони. Там, по-моему, не было подправления. Отпустил. Грубейшая ошибка, но может кто-то перед ним прокатился, но, прямо скажем, вратарь очень слабо играет сегодня. Для нас это очень хорошо, но для швейцарцев это очень обидно. Такого колоссального преимущества нет, но долетает вот все, что может. Давайте смотрим. Закрыт был, и видите, очень неудачно подошел к этой шайбе. Да, но здесь Кулемин тоже пытался... Нет, не Кулемин, это был Широков. Закрыт вратарь в момент броска, но эту шайбу он обязан ловить. Опасный сейчас момент. Не сумел все-таки обработать эту шайбу Виктор Тихонов. Она все равно скакала. Зарипов, гол! И вот, пожалуйста, Данис Зарипов забрасывает пятую шайбу в ворота швейцарской сборной. Не получилось у Тихонова, получится у Зарипова. Хороший бросок с чистого льда. Это разгром. 5-0, это такая боль. Вот видите, у Даниса тоже гол, передача. Овечкин балл за результативность заработал. И я хочу отметить, что снова на площадке было первое звено швейцарской сборной, которые забросили уже третью шайбу из 5. И опять шайбы, которую вратарь мог бы поймать. Не умаляя заслуг
рвется в очередную атаку. Передачи не проходят на Кузнецова. И счет 5-0. Победа сборной России на старте чемпионата мира над командой Швейцарии.